Испытано на себе. Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. С вами Руслан Ачиров. И сегодня мы с вами познакомимся с одним очень интересным человеком. Это путешественник, который собирается поехать на Чукотку. Вот позади меня находится мотоцикл. В общем, давайте все по порядку. Анатолий, добрый день. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в городе Якутске. Я посмотрел ваш Инстаграм, да, достаточно очень интересные, насыщенные путешествия. Вы можете рассказать о себе и познакомить, чтобы зрители с вами познакомились? Да, меня зовут Анатолий, фамилия Чернявский. Я живу в Тверской области, город небольшой Удомля, маленький городок. Путешествиями занимаюсь больше 10 лет. Первая моя поездка была в 2009 году на озеро Байкал. Я ездил тогда тоже на мотоцикле. И с этого момента это была непростая поездка, то есть у меня там случилось все неприятности, которые только могли случиться. Был уже сентябрь, было холодно, мне не было достаточно хорошей экипировки, у меня на обратном пути заклинил мотор, не было там большого количества достаточного денег, практически вообще не было. И обратно я возвращался со сломанным мотоциклом на поезде домой, то есть там практически без копейки денег. И несмотря на все эти трудности, мне очень понравилось, и практически сразу начал думать, куда я поеду в следующем году. То есть эти трудности меня не остановили, и вот с этого и начались мои путешествия на мотоциклах. С 2009 года и сколько поездок вы уже совершили и куда? Ну, каждый год обычно куда-то езжу. То есть раньше это было так, что 1 месяц в году, соответственно, отпуск 28 дней куда-то ездил. Вот после 2009 года я поехал на следующий год в Среднюю Азию. Я родился в Таджикистане и практически поехал к себе на родину. То есть Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, вот эти страны. Тоже интересная очень была поездка. Потом я поехал во Владивосток, на Алтай, Монголию. Большая поездка, 25 тысяч километров, когда у меня получилось. То есть, и в этой поездке я понял, что я не хочу так ездить, потому что 25 тысяч километров, да, это типа супер круто, ты пролетел вообще все, проехал столько километров, и ты молодец, но на самом деле мне пришлось потом себе признаться, что проехав Монголию за 3 дня, огромную, интереснейшую страну, за 3 дня просто пролетев, да, я был там, но по сути я там практически не был. То есть как в поезде, да? Да, то есть, это некий опыт был, это интересно было, но после этого начались мои более подробные путешествия, то есть без вот таких вот огромных прохватов по десяткам тысяч километров. А в прошлом году вы ездили в Южную Америку? Нет, Южная Америка была как раз потом, это было достаточно давно, это был 12-13 года. Да, в 2013 году. Больше года я там провел. Вы год ездили по Южной Америке? Да, 14 месяцев. Ваше впечатление? Ну, невероятно. То есть можно сказать, что это путешествие вообще изменило мою жизнь, это направило меня, вообще какие-то там другие ориентиры совершенно. То есть это был очень крутой, интересный опыт. А в какое время года вам больше всего нравится ездить на мотоцикле? Провокационный вопрос. Конечно, мотоцикл создан для того, чтобы ездить летом. То есть тут без вариантов. Конечно, летом. Да. Зимняя поездка в такие температуры, какая уже на счету? Или это первая поездка? Это мой первый опыт в таких холода, не только поездка на мотоцикле, вообще нахождение в таких условиях первый раз. То есть это как раз и привлекло меня. То есть мне хотелось посмотреть, ведь путешествуя долго, я понимаю, что куда бы мы ни отправились, там, на какие крутые, дикие места, всегда там живут, работают люди, для которых это является обычной жизнью, обычной рутиной. То есть без всякого геройства, без ничего. То есть понимая это, мне захотелось посмотреть, как здесь люди живут на самом деле в таких условиях, как они не выживают, а для них это обычная нормальная жизнь. То есть изначально я не хотел ехать с мотоциклом. То есть я думал, поеду, а меня пригласил друг, он едет на КамАЗе,
перегоняет его из Якутска на Чукотку. Он меня пригласил, говорит, поехали, поснимаешь там дорогу, зимняя Арктика, я давно очень хотел, ну, я думал, как бы ехать, не ехать. И потом, ну, я понимаю, я никогда не путешествую без мотоцикла, то есть, ну, практически, то есть, и начал смотреть варианты, возможно ли проехать там какую-то часть пути на мотоцикле, начал его готовить, и сомневался туда-сюда, то есть вот так вот, ну, и в итоге взял мотоцикл, и все. Здорово. Ну, я думаю, сейчас самое время перейти к самому железному коню. Немножко можете рассказать о нем, как он экипирован, и в основном, допустим, про сумки и так далее. Как везете багаж? Мотоцикл Honda XR 250 Baja. Комплектация, это внутрияпонский мотоцикл. 250 кубов, небольшой эндурик. Какие изменения здесь? Ну, понятно, да, утепление рук, так называемые валенки или рукавицы, кто как называет, на руль. То есть они утеплены, там они с гортексом, непромокаемые, теплые. Также такой чехол на бак, просто чтобы ноги не морозить об металлический бак. То есть и здесь под сумками, здесь можно убрать дополнительный какой-то багаж. Бак здесь стоит 14 литров, этого хватает. Ну, посмотрим, насколько будет хватать в зимних условиях, но обычно его хватает где-то, ну, почти на 400 километров. Ну, сумочки дополнительные, большая сумка сзади, где-то на 7, где-то она на 110 литров, да. Отлично. И по технической части? По технической части сразу видно, резина шипованная. Это очень важно, да? 8 миллиметров шипы. Потом стоит защита двигателя, полностью закрывающая мотор от холодного ветра. Потом жидкости все технически залиты, менее густые. Например, там масло в вилке в 3 раза мягче, чем обычно. Оно все равно дубеет. Да? Уже проверяли? Да. В двигателе снегоходное масло. Оно работает хорошо, то есть оно тоже вязкостью поменьше, чем мотоциклетное. Что еще из технического? Ну, здесь сделан такой утепляющий чехол для карбюратора, чтобы карбюратор не мерз. Ну, конечно же, поменены все расходники, новая цепь, ну, там подшипники, все жидкости, все это, конечно, перебрано. Прогрессия, все смазки специальные, все поменено, все подготовлено. Так, кстати, про одежду. Давайте поговорим о вашем зимнем обмундировании. В чем поедете? Да, это очень важно, конечно, этот момент. Куртка, штаны, полукомбинезон. То есть вот так вот. Средний слой – это флисовая куртка. Ну, термобелье, конечно, первый слой хорошее термобелье. Куртка и полукомбинезон – это, ну, спецодежда Техноавиа. Фирма, да, то есть она хорошая, теплая, то есть с мембраной. Посмотрим. Шлем? Да. Тоже, наверное, подготовлен, да? Шлем это снегоходный специальный шлем. У него идет здесь обогрев визора, чтобы не запотевало и потом не замерзало стекло. Потом что здесь? Похож на костюм человека-муравья, кстати. Да, за счет этой маски. Да. Она, кстати, снимается, и она очень полезна. Вот еще тут до сих пор конденсат остался, лед. Эта маска, она отводит дыхание. То есть ты надеваешь ее, чтобы не запотевало, опять же, стекло. Визор не запотевал. Ты дышишь прямо в нее, она настраивается, как тебе нужно, и то есть выходит весь воздух, все дыхание отсюда. Наружу. Да, наружу. Ну, он потеплее, внутри сделан. И у него идет кабель на обогрев визора. То есть я его подключаю, у меня здесь сделан специальный разъем. Бортовой сети. Да. Проводом подключаю его сюда и еду. То есть, да, есть у него фонарик, на который сели батарейки от холода. И вот такой шлем стоит, он где-то, ну, где-то 25-30 тысяч, наверное. Это БРПшный, да? Да, БРПшный шлем. Пока у меня такие двоякие от него впечатления. С одной стороны, все сделано красиво, но удивляет какие-то не очень качественные вот эти вещи. То есть такие страшно, все это может очень поломаться. И это все очень сильно критично в такой экспедиции. Да. То есть какой-то от мелочей, вот, что и пугает вот такая поездка. Потому что
от любой маленькой вещи, от любой мелочи зависит практически все. От работы мотоцикла до, условно, там, моей жизни. То есть нет каких-то нюансов, которые летом бы там, ну, отломалось что-то, там, не знаю, либо выбросил, Подорожник приложил. да, либо убрал куда-то в сумку, там, поехал дальше, там, не знаю. У меня была такая история в путешествии как раз в Черском. Я путешествовал летом с мотоциклом по реке по Колыме, чтобы заброситься на Чукотку. И вез мотоцикл, и в Симчане я забыл шлем. Да. Все, приехал на Чукотку, там просто суета, эти лодки, постоянно там перегрузка их, мотоцикла с одной лодки в другую. И приехал туда в Черск, блин, я же забыл шлем. Ну, пошел в магазин там строительной одежды, купил очки какие-то, там, мне надо было доехать до Билибина, там другой шлем взял. И все, то есть, да, летом вот такой вариант, просто в очках можно доехать. И зимой как бы такого не получится точно. Да-да-да. Да. Так что... Ну, пожелаем удачи, чтобы все было хорошо. Ну, и я думаю, мы можем, наверное, сейчас сделать небольшой тест-драйв. Да, с удовольствием. Погода замечательная сегодня. Наконец-то потеплело. Как говорят, в Якутии здесь наконец-то у быка отвалился второй рог, когда там вчера или позавчера стало потеплее, минус 30. Это позволяет хоть немного поездить, покататься и даже получить от этого удовольствие, как ни странно. Так, давай. О, мастер-класс как? Ага, ну-ка. Мастер-класс как залезть на эндуро-мотоцикл. Так как мотоцикл высокий, неудобно ногу перекидывать. Поэтому вот так. Просто встаешь сюда, мотоцикл не падает никуда. Все, он стоит крепко. Просто ногу перекидываешь. Также можешь слазить. Ага. Встал? Вот так. Равновесие надо держать же в этот момент. Ну, и главное его на левую сторону держи, он не упадет, не переживай, пробуй. Так, подстрахуешь на всякий случай. Все. А, Все легко. Да. класс. Также обратно, чуть его налево свесил, чтобы он встал. Ага. Вот так. И... Опа. Это потом, да. Да, надо с опытом. Попробуйте, это будет легко делать. Друзья, ну что, в рамках проекта «Испытано на себе» обычно все как бы испытываю на себе, но сегодня я могу себе позволить только вот научиться, как залезать на эндуро-мотоцикл, потому что у меня нет мотоциклетных прав. Ну что, с нами был Анатолий. Анатолий, мы тебе желаем отличной поездки, Спасибо. классных эмоций. Ну и, друзья, оставайтесь с нами, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Испытано на себе.